Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала. Поет наш петух, приветствует всех вас, моих любимых подписчиков. Вот наши ворота. Закрывается. На улице сегодня тепло. Вон наша маленькая соседушка идет. Красотулечка. С мамой гуляют. Привет! Ой, ты моя. Холесенькая такая. Я решила поменять. Ворота у меня отвисло уже не знаю, больше 30 лет. На этой вороте летом дети любят кататься. Вот здесь у меня уже все ломается. Ворота очень старые. Я каждый год крашу. Сломалась еще вот здесь. Но не нравится мне уже это ворота. Хочу поменять. Приехали, измерили размеры. Сейчас должны еще приехать поправить столбы. Я вам покажу. А вот моя соседка раздает почту. Помогает почтальонше. Привет, соседка Мухтарама. Evet, все нормально. Allah'a şükür. Trilem indi. Allah'a şükür. Senin haller nişik? Benim haller yarında. Yerinde. Tepişe bola. Hortlarsa. Yara özün görsen, это нормально. Şurada- Balaların evet. Ay. Прогулкада yürüyeyim şunda. Ey sen молодецsin, günde прогулкаға 17 шығасың. kilometre yürüdüm her bir vakitinde ben. 17 kilometr. Ой, молодец. Termosa varıp atlanayım. А, молодец. 17 buldu. Молодец. Вот так она помогает почтальонше. Умничка. Ay, yarı yatım. Угу. Пока. Пока. Пока, ага. Не болей. Постараюсь. Вы ее помните. Это моя соседка Мухтарама. Соседи у меня все хорошие. Я не могу жаловаться. Вот здесь у меня бардак. Я ничего не успеваю. Земля высохла. Надо будет тут убираться. Стыдно уже. Вот какой бардак. Но ничего. Самое главное мне поправиться. И все будет хорошо. Потихоньку все дела сделаем. Аллах берса с внуками. Сосед начал вот здесь работать. Потихоньку. Свое свободное время он находится вот здесь. Он начал только вчера еще. Он работает. Я не стала искать кого-то. Он все дела знает, умеет. Человек старается. Пусть зарабатывает. Я буду только рада. И ему хорошо, и мне хорошо. Мои розочки набухают листочки потихоньку. Привет, Петенька. Молодец, здороваешься с моими подписчиками. Вот так, молодец. Вот как красиво с вами здоровается наш петух. Петя подарила мне этого петуха Альфинур. Спасибо ей. Да, здоровья, удачи, семейного благополучия ей. Мы почти из одной деревни. Она родилась
рядом с моей деревней Амирове Аяталлыке. Расстояние деревни 2 километра. Учились в одной школе. Амирове. Зовут ее Альфинур. Спасибо ей большое. И ее мужу. Сегодня дождя нет, но облачно. Добрый день, мальчики. По-русски говорит. Да, по-русски надо говорить. Можете по-татарски. Все сломали. Все сломали мне. Только что ворота снимала. Все было в норме. Вышло, все сняли. Сейчас мне поправят столбы. Все измерят. Потом сделают мне красоту. Ребята работают. Моя работа кипит. Там работают мальчики. И навоз мне привезли. Перегной, как торф. Сейчас все перетаскаем. Теплицу, огород. Когда помидоры буду сажать, я использую. Вот и ворота убрали. В стороночку. Подровняли столбы. Мне придется вот эти отшкуривать, выскоблить, покрасить в черный цвет. Все здесь срезали. Вот здесь щель. Наверное, придется мне заказать маленький кусочек, чтобы некрасиво не было. Срежут мне еще вот здесь столб. Вот отсюда, где отметка. Ворота будут пониже. Если ворота сделаем, чтобы открылось внутрь, то у нас здесь повыше земля. Зимой тем более не сможем ни открывать, ни закрывать. Поэтому решили оставить так же, чтобы ворота можно было открыть на улицу. Когда все будет сделано, я вам покажу. Здесь я рыхлила недавно, перекопала и сейчас раскидала здесь навоз. Навоз очень хороший. Все смешано. Лошадиный и коровье навоз. Здесь тоже так же. Здесь тоже раскидала навоз. Остатки здесь. Здесь будут у меня помидоры. Надо будет еще вот сюда, где огурчики у меня будут, немножко натаскать навоза. Очень много перетаскали вот сюда. Теплицу. Здесь 4 тележки маленьких. Навоз очень хороший, как торф, легкий. Клубники потихоньку растут, проклевываются. Даже вон бутончики есть. Но пока у нас холодно. Но ничего, потеплеет будет. Все хорошо, все вырастет. Скоро начнем печь пирожки с луком, яйцом. Чеснок растет. Здесь я пересадила в прошлом году. Петухи поют и поют. Здесь у меня абрикосы. Появляются почки. Наверное, и цветочки будут в этом году.
Просыпаются почки. Навоз мне привезли из деревни, наш родственник. Помогал перетаскать. Спасибо ему большое. Надо будет работать теперь немножко огороде. Да и привести порядок, поработать. Петя, привет! Не обижаешь моих курочек? Нет? Вот теперь немножко поработаю. Перемешаю навоз с землей. Ну вот и все. Теперь мне осталось убирать вот этих ниток и помыть внутри теплицы. Я мою шваброй. Это не трудно и недолго. Земля стала рыхлая, воздушная. Сейчас мне осталось только вот эти щели закрыть скотчем. И когда уже ночью будет где-то +5, начну теплицы сажать. У меня не отапливается теплица. Буду еще укрывать укрывным материалом. Пока на сегодня все. Сейчас внук придет, немножко поработаем во дворе. Можно и на улице работать, подметать, выгребать мусор, который собирался за зиму. Вот так потихоньку выздоравливаю. Потихоньку начинаем работать. Все уже позади. Не переживайте за меня. Спасибо, что вы переживаете за меня, даете хорошие советы. Я работаю с отдыхом. Долго не работаю, потому что еще пока тяжеловато работать долго. Но ничего. Самое главное уже позади, что вирус отстал от меня. Только дел. Еще надо будет белить яблони, вишни, сливы. Потихоньку все сделаем. Видите, столько дел у меня. И ворота надо делать, фундамент надо обшить и работать в огороде. Спасибо, что брат приехал с женой, помогли. Они у меня такие. Да и дети приходят помогать. Да и мальчики мои помощники тоже немножко начали уже помогать. Уже растут, лишь бы не болели. Вот видите, у меня столько дел. Болеть мне нельзя, надо все делать. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.